Здравствуйте, друзья! Салям-салям! Сегодня у нас в гостях крутой телеведущий Валдис Пельш. Какая у вас в детстве была самая любимая сказка? Я очень любил английские сказки, потому что они страшные. Вообще, я считаю, что сказка, она может быть очень доброй, очень красивой, очень интересной, но отдельно стоящие вот такие для меня это страшные сказки, где происходит все в мрачные времена, в мрачную погоду. И вот меня они вызывали какие-то самые сильные эмоции. Еще я очень любил сказку про каменное сердце. Это немецкая сказка о таком богаче Михеле, который предлагал людям богатство, забирая у них сердца и вкладывал им в грудь каменные сердца. Вот, она тоже достаточно страшная, но вот мне они нравились больше всего. А какой у вас был любимый мультфильм в детстве? Ну, ты знаешь, у нас, поскольку с мультфильмами была напряженка, у нас в основном были советские мультфильмы, прекраснейшие, без сомнений, такие как «Сказка сказок» Нарштейна, «Ежик в тумане», замечательно совершенно. Я не очень любил «Ну, погоди», потому что у нас в Латвии на латышском канале показывали «Том и Джерри», который еще не показывали в Советском Союзе. Когда я увидел впервые «Том и Джерри», у меня была просто истерика смеховая, потому что я не знал, что можно вот так динамично, плотно устраивать всякие гэги, какие-то показывать смешные разборки и соревнования между героями. И после этого, ну погоди, для меня был такой немножечко очень простоватый мультфильм, хотя большое количество детей в нашей стране выросло на этом мультфильме. Он добрый, он веселый, в нем есть какие-то замечательные эпизоды. Вот. Ну и, наверное, все-таки вот самый такой мультфильм, который меня запал мне в душу, это вот «Ежик в тумане». Вот он какой-то такой удивительный. Вроде там ничего не происходит, но ты все время ощущаешь, что ты там вот в телевизоре вместе с ежиком, который идет через этот туман. И тебе кажется, что это вот твой самый любимый герой. Да, мультик «Ежик в тумане» очень интересный. Я сама помню, как я его смотрела, и он мне очень нравился. Сегодня вы у нас были в студии. Как вам Шаян ТВ, как вам наша студия? Вы здоровские, надо сказать, что вообще наличие детского телевидения на федеральном либо на региональном канале, ну то есть региональном телевидении, это очень большой показатель. Детское телевидение, оно очень сложное, во-первых, сложное по работе взрослым. Потому что, допустим, я не могу быть ведущим детской программы, я не умею становиться ребенком. Потому что если ты ведущий детской программы, ты должен становиться ребенком, потому что ты же общаешься с детьми. И это очень большой талант у взрослых, которые умеют становиться детьми. Это раз. Во-вторых, на детском телевидении существуют ограничения по рекламе, по спонсорству, бла-бла-бла-бла. Оно не очень выгодное. И поэтому большие начальники при первой же возможности его начинают задвигать. И когда канал существует, канал известен, более того, вы вещаете, насколько я знаю, на всю Россию. То есть у вас вещание по всей стране. Это очень хорошо, и надо сказать, что имеет смысл брать с вас пример. Спасибо большое. А как вам Казань? Что вам понравилось? Где вы побывали уже? Я тебе отвечу на этот вопрос в сентябре, когда мы будем уезжать из второй экспедиции по съемкам фильма о Татарстане. Мы сейчас к этому готовимся. И в мае мы приезжаем первый раз. Будем рассказывать о том, как мы видим Татарстан, что интересного мы можем предложить вместе с вами тем людям, которые захотят сюда приехать и открыть для себя Татарстан как некую такую туристическую локацию. И мы постараемся создать кино про интересный, про увлекательный, про современный Татарстан. Вот. И когда мы осенью будем уезжать после второй экспедиции, ты мне задашь вопрос, ну как вам Татарстан? Я тебе все отвечу. Хорошо, буду Потому что ждать. сейчас пока говорить об этом рановато. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Какие у вас есть пожелания нам, детскому телеканалу? Несмотря на то, что вы детский телеканал, вы занимаетесь взрослым делом, то есть телевидением. Я считаю, что телевидение должно делать мир лучше. Если вы будете забывать об этом очень многие взрослые забывают, и поэтому очень многие люди в нашей стране отказываются от телевидения, они перестают его смотреть. Ну, допустим, я там не смотрю различные такие желтые ток-шоу, да, мне они абсолютно не интересны. По одной простой причине. Я не вижу, как люди хотят делать мир лучше. Вам, молодым людям,
Мне кажется, это свойственно, поэтому не забывайте о этом основном задании телевидения — делать мир все-таки лучше и выполнять свою работу, так как вы ее делаете до сегодняшнего дня. Также у нас есть школа телевизионных блогеров. Что бы вы хотели пожелать нашим блогерам, которые уже сейчас занимаются блогингом и хотят заниматься этим в будущем? Блогеры! Дело в том, что я, наверное, не являюсь потребителем блогерского контента. У меня завышенные, наверное, требования к блогерству. Я считаю, что очень многие люди стали привлекать к себе аудиторию, не имея на это особого права. Потому что у них нет каких-то интересных историй, у них еще не сформировалась интересная речь. Они достаточно скучные рассказчики. Вот, поэтому у меня с блогерами отношения натянутые, но если вы действительно люди, которые интересны, если вы действительно... Но мы телевизионные блогеры. Вы телевизионные блогеры. Да. Вот, тогда не забывайте о том, что для того, чтобы выйти к аудитории и что-то ей сказать, нужно иметь на это право. Потому что у вас есть очень интересная история. Или вами двигают какие-то очень благородные и правильные помыслы. Вот не забывайте про это, и тогда я вас, товарищи блогеры, полюблю сильно. Спасибо вам большое Пожалуйста. за этот прекрасный диалог. Мы Спасибо. будем ждать вас в гостях Да, снова. ну а я буду теперь чаще смотреть ваш замечательный канал.